В минувшие выходные Ставрополь впервые принимал у себя международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», проходивший в этом году в 17-й раз. «Мир Кавказу» Ставрополе – это более 700 мастеров искусств, представляющих Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Абхазию и Южную Осетию. За все время, что Абхазия участвует в этом фестивале, сюда приезжали хоровая капелла, государственный ансамбль песни и танца, ансамбли «Кавказ» и «Шаратын». Старт фестивалю был дан в Краевой Лермонтовской библиотеке, где состоялось заседание Координационного совета по культуре и искусству Ассоциации «Юг», в работе которого приняла участие и замминистра культуры Абхазии Динара Смыр. Одно из решений совета – обращение в Министерство культуры России с просьбой вывести фестиваль «Мир Кавказу» и в другие регионы России. В то же время министр культуры Ставропольского края выразила готовность к укреплению культурных связей с нашей республикой. Конечно, очень хотелось бы с нашей соседствующей республикой Абхазией наладить творческие взаимоотношения. Я думаю, что это легко сделать, потому что у нас очень много интересных коллективов творческих и не только. Есть и музеи, есть и направления, которые можно, и художественные школы, то есть и образование, дополнительное образование в сфере культуры, и профессиональное образование. Все, что у нас имеется, мы готовы делиться. Обменные выставочные проекты, обмены концертными гастролями, театрами. Пожалуйста, мы готовы. У нас есть театр оперетты, театр драмы, кукольный театр. То есть на разные возраста, на разные вкусы, но главное это достаточно высокий уровень их профессионального мастерства. И надеюсь, конечно, и очень хорошо знаем ваше тоже творчество, и счастливы будем с вами сотрудничать в дальнейшем. Пока творческие коллективы проводили репетицию церемонии открытия, остальных гостей фестиваля встречали хлебом, солью в Краевом музее изобразительных искусств. Гостей приветствовали творческие коллективы Краевого колледжа искусств, ансамбль «Казачий пикет» и ансамбль кавказского танца. Студенты Ставропольского художественного училища показали новую коллекцию дизайнерских костюмов. Также гости посетили персональную выставку известного ставропольского художника Владимира Шигедина. Основные мероприятия фестиваля «Мир Кавказу» пройдут здесь, в месте, которое называется Крепостная гора. Именно здесь была заложена крепость Ставрополь. Здесь мастера искусства всего Кавказа будут демонстрировать свой национальный колорит, парад делегации возглавляет наш ансамбль «Шаратын» с абхазским флагом. Именно ансамбль «Шаратын» и откроет 17-й международный фестиваль «Мир Кавказу». Пока идет парад участников, мы вам расскажем немного о Ставрополе. Итак, крепость была заложена действительно в этом месте, и произошло это в 1777 году. Как видите, сохранилась часть крепостной стены. Ну а сегодня Ставрополь – это краевой центр, в котором чутко относятся к внешнему виду своего города. Особенная гордость горожан – в этом году Ставрополь занял первое место в России по озеленению и благоустройству. Красивый, зеленый и ухоженный. Так он и предстал перед нашими взорами. Но теперь об основной программе фестиваля. Открывается 17-й фестиваль мастеров искусств танцем «Шаратын». Ставропольская публика также горячими аплодисментами встречала оригинальные выступления таких коллективов, как ансамбль «Симд» из Южной Осетии, «Тюльпан» из Калмыкии, вокально-хореографический ансамбль «Родник» Краснодарский край, фольклорный ансамбль «Магас» из Ингушетии и другие. Особое впечатление произвел ансамбль народной песни «Исламей» из Адыгеи.
А академический ансамбль танца «Кабардинка» из Кабардино-Балкарии представил композицию «Танец махаджиров». Словом, коллективы показали яркую палитру культурного многообразия народов, проживающих на территории юга России и ее соседей. А сказать, что выступление нашего ансамбля было принято тепло зрителями, значит повторить слова, которые мы, журналисты, произносим, рассказывая о выступлениях наших творческих коллективов. Поэтому дадим слово профессионалам. Мир развивается, мир идет вперед. Но то, что мы сегодня видели, народные абхазские танцы, это основа. Без основы ничего не может быть в будущем. Что вы всегда держали эту основу. Мы гордились, мы аплодировали, мы радовались, мы кричали. Мы всей душой были, да, с вашим коллективом. С нашим, не могу сказать, с нашим коллективом «Шаратын». С детства я знаю этот коллектив, знаю многих людей в Абхазии. Я передал всему братскому народу Абхазии огромное спасибо, что есть у вас такие девочки, у нас девочки, ребята. Дай Бог вам всем здоровья. Пусть Всевышний подарит вам радость. Здесь, на территории Ставрополя, Ставропольского края, в городе Ставрополе, сегодня произошло вот это грандиозное событие. И я просто поздравляю всех братьев наших, весь Кавказ поздравляю, во-первых, с этим событием. А в первую очередь поздравляю братьев абхазцев, которые выступили достойно и показали свой профессиональный уровень на достойном уровне. И большое спасибо вашему художественному руководителю, который привез ансамбль и дал возможность всем другим ансамблям тоже увидеть ваш профессионализм. И всем людям, которые сегодня находились здесь, большой привет братскому абхазскому народу. Шаратын я всегда хвалю, Шаратын я люблю, потому что основатель ансамбля Эдуард Бебия не был как отец. К сожалению, его сейчас нету, но мой брат, младший, Руслан, продолжает его, сохраняет коллектив, который великим человеком Эдуардом создан был. Отметим, что участие Абхазии и Южной Осетии придало фестивалю статус международного. Республика Абхазия для Южной Осетии – это братская республика. Вот, мы прошли одинаковый путь, откровенно говоря, вот за эти постсоветское пространство. Пережили одну судьбу. Вот, и мне приятно, что сегодня, так как и мы возрождаемся, вот после августа 2008 года, Республика Абхазия тоже возрождается. И можно сказать, что обе республики сегодня достигли того уровня, что мы можем сказать, что мы уже на уровне даже не возрождения, а на уровне развития. Итак, второй день и заключительный день фестиваля «Мир Кавказу». День очень насыщенный. Прямо сейчас в одном из музеев-заповедников города проходит научно-практическая конференция. Ну а мы решили, что вам было бы интереснее посмотреть на тематическую выставку, которая проходит здесь, на уже знакомой вам Крепостной горе. География авторов работ выставки почти соответствует географии участников фестиваля. Скажем сразу, что Абхазия здесь не была представлена. Связано это с объективными причинами, не в последнюю очередь, как показывает опыт прежних фестивалей, из-за сложности логистики. Так что в отсутствие абхазских мастеров мы более внимательно разглядели других кудесников. Особое внимание посетителей и наше привлек гончар, который в считанные минуты изготовил цветочный горшок. Вот так срезаю. О, спасибо. Вот так. И сколько у нас минут ушло на это? Ну, я не... 15. Ну, можно и 10. Мой учитель делал за 5. А ваш рекорд? Ну, я делал за 7, и за 5 поменьше. Тем временем настала пора и гала-концерта. Настоящая хореографическая феерия привела в восторг собравшуюся публику. Вновь Шаратын открывает уже второй день фестиваля. На этот раз зрители имеют возможность увидеть еще больше. Коллективы представили более разнообразную программу. А затем ряд участников расширили географию фестиваля.
примеру, наш «Шаратон» и ансамбль «Казачий круг» представили концертную программу для жителей и гостей города Ставрополя в Парке Победы. Вечером того же дня в рамках фестиваля состоялся концерт прославленного коллектива ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Коллектив впервые в Ставрополе, так что его выступление было принято, как любят говорить некоторые ведущие концертов, бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. Учитывая такой плотный график работы фестиваля, с руководителем ансамбля «Шаратон» Русланом Бебе мы говорим уже поздно ночью. 17-й международный фестиваль «Мир Кавказу» завершен, это 5-й, мы знаем, для «Шаратона». С какими эмоциями, с каким настроением вы едете домой? Ну, конечно же, с положительными эмоциями. Почему? Потому что коллективы встречаются. Это дает рост, сам творческий рост дает коллективу. Смотрят люди, мы учимся у них, они учатся у нас. 5-й по счету, да, мы были и в Чечне, были и в Краснодаре, и во Владикавказе, ну, в общем-то, там, где они проходили. Везде мы присутствовали. После каждого выступления, после каждого фестиваля с массой впечатлений уезжаем домой. Особенно, когда собирается огромная масса людей, которые смотрят на это мероприятие. Довольны ли вы выступлением своего коллектива? Ну, я считаю так, это не громкие слова, нормальный руководитель никогда не доволен своим коллективом. Почему? Потому что он всегда хочет, чтобы это было лучше, ему кажется, что он всегда не успевает, и надо много трудиться для того, чтобы выглядеть еще лучше. Конечно же, мы не хуже кого-то. Вы сами сегодня имели такую возможность наблюдать, сам состав участников. Я думаю, что все получилось нормально. Все работали с самоотдачей. Но в то же время я бы очень хотел поблагодарить свой коллектив за их труд, за то, что они несут. И учитывая все сложности, которые имеются сегодня у них, несмотря на все это, я считаю, что они достойно представляют культуру своего народа и своей родины. Казалось бы, уже можно закончить рассказ о фестивале. Но на самом-то деле праздник продолжается. Завершилась его только, если можно так сказать, официальная часть. Здесь, в гостинице, где живет большинство коллективов, праздник в самом разгаре. И мы тоже окунаемся в эту атмосферу единства, единения кавказских культур. Алхас Манаргия, Артур Каландия, Абхазское телевидение, Ставрополь.